пока полежите тут вверх ногами. Туточки! Ё-моё. Сейчас закинем. Надо немного покричать, погромче говорить. Не знаю зачем, но когда громко говоришь, почему-то начинает набегать людишки. Хотя это, конечно, вилами на воде. Потому что все зависит, на самом деле, похоже, от многих случайных факторов. Так. Во-первых, от времени, во-вторых, от всяких других вещей. Кстати, задолбали меня, короче, здесь за корейца принимают. Особенно, когда я без очков вот так хожу. Что-то пришел как-то домой уставший такой. Лежу, так, запустил там, естественно, этот, как его, наркотик современности, ТикТок. Короче, чтобы что-нибудь там посмотреть, короче. Ну и вдруг натыкаюсь на двух девочек, которые, по-польски говорят, азиатки, но по-польски говорят. Оказалось, что это вьетнамки, которые здесь, в Польше, родились и как бы учились, но при этом, естественно, они говорят по-вьетнамски, и она меня спрашивает, не вьетнамец ли, там что-то начали интересоваться. Ну, естественно, там побежали всякие комментарии, а я еще такой небритый, всем привет, небритый, слегка там, день-два, короче. Там на подушках вот так лежу, короче, развалился. Ну, и они видят, что я там что-то отвечаю, короче, она говорит, что делаешь, там, типа, я говорю, типа, химик, там, а что можешь сделать? Я говорю, хочешь наркотики сделай. Ну, и потом что-то там прервалось, короче, я вышел, а они потом там, их зрители, там где-то 50 или 100 человек ли было, короче, они что-то вдруг решительно затребовали меня снова, и снова они меня подключили там, а я думаю, что там дети какие-то, кого? Ну, и они там давай начали спрашивать, ты там смотришь, значит, дорамы там, еще там какие-то корейскую там музыку слушаешь. Я говорю, не, я слушаю, говорю, не южнокорейскую, а северокорейскую. А они сидят, вообще не догоняют, но я начинаю стебать, короче, Ким Чен Ир там, туда-сюда там, Народная партия, Чучхе. А дети вообще нихуя не понимают. То есть для них это Северная Корея, как вот вообще, в принципе, то есть я понимаю вот это вот продвижение, да, культурное, южнокорейское. Для чего в мире? Для того, чтобы вообще люди не знали, вот обыкновенные, простые такие, самые примитивные, красивые, значит, девочки там и так далее. В принципе, вообще они интересуют, они знают, что Корея есть актеры там, какие-то музыкальные группы, еще там прочее. Но то, что вообще существует Северная Корея, просто по глазам видно, что они вообще не понимают, о чем речь. И понятно, что скажем, на сотню таких девчонок где-то, одна-две, может быть, знает, что там две Кореи, там какую-то дораму смотрели на этот счет, обычно там что-то связанное с путешествием во времени, там еще какую-нибудь чушь. Ну и вот, и, кстати, надо признаться, я какой-то вот распиаренный корейский сериал, вот не помню, что-то тыкнул просто случайно, короче, или она там уснула, она выскочила, потом просыпаешь, что-то идет какое-то кино.
Ну, сижу, слушаю, короче. Ну, так что-то увлекательно, кстати. И вот какая-то чушь несусветная, что-то там, какую-то ерунду они там что-то придумали. И вот я даже не помню толком сюжета, но я смотрю, то есть его интересно просто смотреть. И я понимаю, что для того, чтобы до такого уровня вот кинематографии дойти, хотя я сам, ну, тут вот в Польше жизнь тяжелая, побила меня, короче, частенько участвую в съемках там сериалов, кино различного, фильмов, там, меня, кстати, можно встретить, вышел такой сериал, называется, сейчас гляну, на Сезонваре есть такой сериал, «Порно-королева» называется, «Порно-королева», по-английски «Lady Love». И там меня в паре сцен можно найти, короче. Но я так, в приличной, естественно, роли, потому что все, что там связано с там, голыми телами там, и так далее, это, конечно, там специальные актеры и актрисы на это дело подписываются. Так, Марманде Манде. Приватных сообщений, Господи, что тут? Какие-то шизофреники у меня тут сидят. Так, давайте-ка его на 10 минут включим, короче. Так, Луна. Из Кыргызстана. Всем привет. Привет кыргызам. Да, и, кстати, меня постоянно путают с казахом либо кыргызом, короче. И один пацан мне на кыргызский обращается, а я, откровенно говоря, к своему стыду, ну, понял, о чем он говорит, но не знаю, как ответить, короче. Надо подучить сейчас немножко какие-то фразы казахские, кыргызские, короче. Ну, хотя бы сказать, что извини, брат, я бурят, короче. Сейчас переводчик, сейчас посмотрим даже, как это будет. А, пока по-казахски пишет будет Кширiniz ага мен бургелал жатырмын, короче. Бля, вот не знаю достоверность. Нет, он говорит, это вообще переводится как извини, братан, я тренируюсь, короче. Ну, наверное, бурят это бурят мен, видимо. Ну, как по-бурятски или по-монгольски бурят вен, бен, кеширинис, ага. Кеширинис, ага. Кеширинис, кеширинис, ага. Бурятлар, да. Это как бурядар, видимо, да, вот так как. Ну, кстати, да, можно вот про эту фишку поговорить. И сейчас вот это началась, короче, тема, да. Ну, вот они выпустили этот ролик, и я, короче, читаю, там, значит, ватники, вот, которые там работают, значит, в этих, во всяких тиктоках и так далее. Ну, интересно наблюдать, какие там где комментарии оставляют. То есть в Рашке, внутри рашкинские, там в основном, типа там, что, чего захотели, ишь там. И другая часть комментариев. Ой, какая наша великая Россиюшка, какой мы великий русский народ. Вот смотрите, ну там типа, смотрите, тут вот поют в каких-то одежках, там с волосами распущенными. Короче, и мама у нее русская вообще, да, и вот, конечно, мы ничего не запрещаем, как укронацисты там и все прочее. Ну, то есть вот такую чушь, короче, гонят. И очень сильно, кстати, заметно о том, что какой мощный накат вот это именно русской пропаганды, вот эта песня «Хай Алла», по-моему, называется, да, где казашка поет. Потом отдельно надо будет эфир по нему провести. Но я вообще говорю, вот с этими людьми всякими вот этими артистического характера и все прочее. Помните, там была такая группа, где какие-то такие гулящие такие, выпивающие явно девицы, короче, они под видом там каких-то вот
этнобанд, что-то там, короче, вот какую-то они там музыку играют, якутская, венгская, там что-то, какую-то вот непонятную какую-то современную музыку, там под видом там что-то пляшут там и так далее. И ее чуть ли вдруг не сделали такой этно, что-то там, какая-то группа, и потом бах, короче, эта группа поддерживает СВО вдруг внезапно, да. И эти все обкакались, как его представители, значит, этих деколонизаторов, которые, ну, как бы нас, националистов всякого разного характера чураются, короче. Ну и вот зато очень так инфо-цыгански там начинают описывать, вот там такая маленькая группа и так далее. А это чисто коммерческий проект, создан вообще каким-то продюсером евреем и так далее. Почему? Зачем вкладывать бабки там в баб? Ну я понимаю, ну там голос, ну средненький, да и внешность тоже средненькая. Единственное, что эти девки очень хорошо могут это квасить. По ним видно просто, что у них там с лет 15-16 у них опыт, короче, непрекращающийся, печень натренированная. То есть где-то эту группу можно привести, чтобы ее какой-нибудь русачок там пожамкал там туда-сюда с ней, и выпить она может, и то сдвинуть, и все прочее. Ну, есть такие же вот организации, ну, такие, есть спрос на это дело, да. Ну, и чтобы там потом, как где-нибудь сидят эти газпромовские и так далее. А ты, говорит, вот эту Ивенку, говорит, пил с Ивенкой, гулял с Ивенкой? Нет, а я вот гулял, вот заказал такую группу, вот приезжают втроем даже, короче. Понимаешь, и им хорошо, они денежки зарабатывают, не спились там где-то в подворотне или в каком-нибудь непонятном там молодежном театре каком-нибудь играют, да, ну какой-то там на нищенские рубли бабки. А они тоже в шоколаде. И им вообще, откровенно говоря, этим люмпинам и комбедовцам до настоящей национальной культуры вообще, откровенно, очень далеко. И, конечно, вот там вот какие-то несостыковки, я просто это сразу прочел. И там в Казахстане начали, там вроде как, смотрите, вот поют. Ну, понятно, видимо, башкирские, казахские, видимо, взаимопонимаемые. И там что-то начали вот такое, вот там молодцы и так далее. Что независимость нужна, естественно, я про это и говорю, что казахам пора, у них очень высокая рождаемость, и им нужно эти темпы рождаемости, во-первых, сохранять, во-вторых, расширяться. Имперская мысль должна. Вернем все наше. Оренбург вернем, Башкортостан, Татарстан вернем, освободим народы. Идель Урала, новую Золотую Орду построим, короче. Москва дань платить будет. Русские интеллигентишки будут у нас в виде как этих... Были же такое в Римской империи, когда они вот эти греческие полисы захватили государство там после, по-моему, третьей или там четвертой или Македонской войны, короче, ну, когда основательно уже там все взяли, и там было у них распространено, значит, покупать ученого раба грека. И вот, представляете, хорошие русские, которые сейчас там, ну, на наворованные, на вот эти гранты с Роснана и так далее, здесь где-то по Европам живут, да, поистаскаются здесь, не найдут себя, вернутся, и, короче, у казахов будут вот такими, ну, не рабами, конечно, но будут учеными, так скажем, которые вот казахские большие семьи будут воспитывать, так скажем, прививать европейскую цивилизацию, короче. И поэтому я и говорю, что сейчас вот эти все процессы, которые внутри Казахстана идут, они боятся, Русня боится, что Казах сейчас Казахстан вспыхнет сейчас. И, конечно, вот, видимо, эффект неожиданный вот эта песня вызвала, потому что основная эта цель это была показать, значит, ну, во-первых, и группу раскрутить, понятно, что там маркетинговые технологии и все прочее, но такие коренные башкиры, они сразу говорят, а почему песня, блядь, с русским акцентом поется, во-первых. Потом докопались до того, что там, да, отец башкир, короче, а мамка у этой пивуни русская, да. Но и тут тоже, видите, какой вариант. То есть, как русня, как вот эти хорошие русские все это дело используют, короче, да, то есть несколько слоев пропаганды для простеньких, для примитив, что ну вот надо мешаться, понимаешь, красивая девочка получится, да. Я как там где-то, значит, тоже обнаружил какую-то бабу, я, говорит, бурятка. Я такой, блядь, там где там, ну, видно, что-то есть, короче, что-то есть, голова большая там, какие-то вот такие чисто генетические, которые очень сложно, доминантные признаки бурятства, там уши большие, глаза зеленые, там, да,
Но видно, что там где-то какой-то буритос затесался где-то когда-то. Ну и вот она говорит, что я бурятка, там все прочее. И там такой комментарий. Ты, говорит, очень красивая для бурятки, короче. Ну, понимаете, ну сразу расизм там и все прочее. И самое главное, то ли бурят написал, то ли, ну, такой подстеп такой. Я понимаю, да, направление. Я там что-то тоже написал, что вы там это... Да и кто-то там мне тоже начал какие-то комментарии такие писать, да вы не понимаете, да вот надо наоборот, вот это, да, кровь подмешивать надо, да ваш Чингисхан там кровь мешал. Я говорю, единственную кровь, которую мешал Чингисхан, это была кровь коровы, которую он мешал с молоком и делал, короче, кровяную колбасу. Это может быть единственная кровь, которую он мешал. Все остальное, ну как, ну, дарили ему девок, короче, пользовался он там разными девками. И до сих пор поэтому, значит, среди монгольского вот этого генотипа, короче, до 5% встречается, до 10 даже процентов встречается финно-угорских генов. То есть славянских генов ноль, но вот зато финно-угорские, палеосибирские какие-то гены встречаются. Ну как, нормальный обмен, это ж кочевники были. И сознательно никто не мешал. И, в общем-то, генетические исследования в нашем бурятском государстве, Бурятия, Енисей, Амура, они будут в приоритете стоять. Полностью всех будем секвенировать на гены дураков, на гены, значит, вот этих всяких шизофреников там и так далее. То есть у нас в этом отношении медицина будет поставлена на очень высоком уровне, короче. То есть не просто так мы будем там какие-то гаплогруппки, а вообще полностью всю ДНК, все там секвенировать, короче, дорогие эти до сих пор анализы, но с помощью искусственного интеллекта мы сможем так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик распределять там группы. Потом искусственный интеллект будет говорить, вот этому буритосу надо вот с этой буритоской. Значит, это. Изымаем яйцеклетки, на предприятие отправляем. Там оплодотворяется все. В искусственную матку или не в искусственную подсаживается. Все от того, зависит, естественно, у кого сколько денег будет. Но я думаю, что денег будет много. Ну и таким способом будем воспроизводить. То есть вот в этом направлении надо идти. То есть Китай там к 2030 году собирается управляемую термоядерную электростанцию запустить, короче. То есть уже, ребята, не прошло и 100 лет после вот этих всяких манхэттенских проектов, теоретических изысканий там и все прочее, да, уже запускают электростанцию к 2030 году, понимаете? То есть нужно готовиться к 2030 году, что изменится абсолютно все, что вот эта вся углеводородная энергетика, она исчезнет от слова совсем. Да, будут где-то локально там и так далее, но представляете, будет одна электростанция, пол Китая обеспечивать дармовой вообще. В конечном итоге, понятно, что вложения будут серьезные, но Китай это единственная сейчас страна, которая может себе позволить такое. И почему американцы сейчас глубинное внутреннее государство-то засуетилось? Потому что в Пентагоне, потому что в ЦРУ запустили не вот эти обрезанные версии искусственного интеллекта, а те, которые, ну, нормально потребляют там мегаватты, гигаватты электроэнергии. Они, видимо, жик, всю вот эту всю тему, короче, все расписали, как будет, как война в Украине будет проходить, какие правительства сменятся и так далее. И они задают следующий вопрос: а что американцам нужно сделать, чтобы не потерять свое преимущество, по крайней мере, в ближайшие 20 лет? И он ему говорит: срезать, прекратить по всему миру насаждать вот эту чушь, ну, на которую вы просто бабки тратите. Там же логика какая, да? Вот с этими всякими вот этими левацкими вот этими движухами. Что мы тратим деньги, и это как будто бы американская мягкая сила. Американская мягкая сила – это не то. Американская мягкая сила – это оружие американское. Американская мягкая сила – это поддержка бурят, саха, татар, башкир, всех борющихся за независимость и суверенитет, короче. Мягкая сила – это не так, что вот, да, там выборы, да пройдут, да лидеров каких-то там, да вот образовательная программа никчемная.
куда в основном с этих всякие агенты, там всякие вот эти представители этих, которые на подписках, на всем прочем, короче, катаются. Знаем мы, вот здесь есть такая программа Киркланда в Польше. Хорошая, неплохая. Советую записываться. На следующий год смотрите. И вы должны быть вообще совершеннейшим ватником. То есть с оппозиционными взглядами туда не попадешь. Почему? Потому что она ориентирована именно на то, чтобы ватник обучился, какие-то знания получил, ну и как бы вернулся, и там допедрил мозгами, что да, вот демократия, что коррупцией нельзя заниматься и все прочее, вот чтобы вот это работало, да. Но 2 года тратится. Ну и все, и овцы целые вроде как, и волки сыты. Но Америка тратит огромные финансовые средства на это дело. Это они же не только вот там, ну как это, есть такое убеждение у всего подставка, что это вот прям Америка там свою мягкую силу, прям все 90 или 100% этой мягкой силы направляет. Ничего подобного, это может там 2-3% от всего. То есть они по всему миру все эти программы закрыли. В Африке этой, там этим лекарства какие-то раздавали. Ну это понятно, хитрость. То есть ты программу заводишь, покупаешь американские, значит, препараты, и вот им надо опробировать какой-то современный препарат. Но в Америке нельзя, в Европе нельзя, ну дорого. Где на СПИД больных, да? Ну нельзя, ну мало ли скопытится, короче, еще ему там миллионные компенсации выплачивать. А вот давай-ка центр откроем помощи там СПИД больным в Африке какой-нибудь. Ну и все, и они там это просто обкатывают. А там законодательства-то нет никакого. Людишки подписывают, а у него выбора нет. Он или сдохнет, или не сдохнет. Вот здесь в Польше же был такой случай, что был такой этот, сейчас подождите, э, так, 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 сейчас. Сейчас найдем этого персонажа, даже этот, в Википедии у него статья была, короче. Блин, левацкий чат GPT не дает информацию. Сейчас, подождите. Короче, блин, даже этот, как его, не дает. Ладно, хрен с ним. Так, э, ну, совок по другой причине развалился. Там же неэффективная экономика была. То есть она эффективна была в том случае, когда бы на совок напал кто-то и была бы война, короче. Вот людишек можно было на еду просто переключить. А поскольку мирная жизнь была, да, при этом они же, видите, хитро, они же тоже пытались контролировать рождаемость. Я вот, ну, как бы спрашиваю, я говорю, а что рано женились-то, типа? Ну, там, в 17-18 лет, там, 19. А, говорит, делать же нечего было. Единственное развлечение, ну, такое, которое удовольствие представляло, да, это был секс. Об этом, вот, ну, старшее поколение не говорит. Но, откровенно говоря, я так понимаю, что вот это поколение чуть постарше нас там, да, ну, которое в советское время там полностью вот жило, родилось и, так скажем, и выползло оттуда в 90-е годы. Они там вообще-то, в принципе, особенно в крупных городах и так далее, у них там столько половых партнеров было, причем там без, естественно, без презервативов, без всех этих дел занимались там, короче, то есть, причем вот это сейчас многих там всяких этих раздражает, что там девки рано вступают, ну, рано созревают там и так далее, а это же и раньше было. Просто это было менее заметно, потому что отсутствовали социальные сети. Ну, так вот там такой разврат существовал. Сейчас современное поколение с этими, со всеми порнами и так далее, там, с этими онлифансами и так далее, даже близко, говорит, не стоят. С тем уровнем и количеством половых контактов и половых партнеров, которые были вот в этой 70-е, 80-е годы.
И из-за этого, из-за того, что, ну, как бы отсутствовала контрацепция, аборты не все делали, значит, и, ну, то есть, вот, женились, собственно, там говоря, и так далее, выращивали нелюбимых детей, и вот эти нелюбимые дети в конечном итоге, они вот этот совок и развалили, короче, потому что мало заботы, и вот сейчас то же самое, например, на СВО кто катит? Там же есть некоторые мамки, которые берут этих своих сыновей там и так далее, заправляют и отправляют туда, типа, героем будешь, там все прочее. И это же вот интересно с социальной точки зрения, вот почему в каких средах такое возникает. Или он, например, Равшан Аскеров. Он же правильно сказал, это вот чисто действительно интеллигентская тема, короче. Он сказал, я, говорит, а основная задача родителей это своих детей опекать. Это да, это так и существует по, и даже по, значит, эволюции, то есть все механизмы направлены для того, чтобы, то есть твое поколение как бы дожило до того момента, как бы, чтобы дать еще одно следующее поколение, чтобы внучки пошли. И в этом отношении, конечно, вот то, что самки, значит, творят вражки, да, это вообще, в принципе, антиэволюция. Антиэволюция в чистом виде. И вот эта антиэволюция, она является последствием политики, которую я бы назвал контроль рождаемости. Потому что, в принципе, то есть самка таким образом количество половых партнеров контролирует, да, то есть она изымает из, ну, как это самка богомола, которая голову отрезает, ну, почему? То есть он, вот этот самец несчастный, он в их богомольем, значит, среде, он существует для того, чтобы оплодотворить, раз, второе, чтобы стать пищей, короче, для будущего потомства. И это как бы оправдано. И здесь такая же ситуация. То есть с ее точки зрения, отправляя там, ну, сына там какого-нибудь бездельника, или, например, мужа, или еще кого-нибудь, это вот такая система, чтобы свои потребы удовлетворить. А поскольку весь мир, особенно европейцы в конце 19 века, поняли о том, что все вот эти революции и так далее, они связаны именно с обилием. И есть такие социальные исследования о том, что если ваше общество на 40% как минимум не состоит из молодежи, никаких революций не случится. То есть нужно их контролировать, чтобы одномоментно в одном поколении не было большого числа молодежи. Короче, вот почему в Рашке, той же Беларуси, невозможно были революции с кровью, там, с потрохами и так далее. Мало молодых. И почему вот эти всякие оранжевые революции и все прочее? Потому что там есть методики, которые позволяют вот планово, допустим, сконцентрировать там на площади, на какой-то еще там где-то людей, да. То есть это именно механизмы, а вот те революции, которые вот могут случиться, скажем, да, вот как в Турции, например, или в Иране, да, они случаются абсолютно стихийно, только лишь потому, что в молодежном обществе вот эти вот девианты, деграданты существуют, ненужные своим родителям, короче. И вот сейчас Путин же, он не только это делает, он еще и вот эту недовольную массу, которая вот народилась так или иначе, вот этих путинских детей там или еще кого-то, да, они их просто утилизируют. Утилизация происходит. А тех, которые выживут в этой среде, их подымут и из них начнут формировать вот эту массу, которая после Второй мировой войны не дала ничему совершиться, потому что там же, ну, людишки-то тоже не дураки были. Почему там повальный алкоголизм в Совке после войны случился? Даже не потому, что им там спиртягу давали, короче, спирт, сало и черный хлеб, короче, да, перед тем, как в атаку идти. Не поэтому, а потому что специально подпаивали для того, чтобы контроль был. Многие притащили оружие, и там же началась такая программа, почему, допустим, Чечню, почему Крым заселили КГБшниками. Там наибольшая же концентрация была этой твари. Потому что они сделали такую же систему, которая существовала в нацистской Германии, когда вот это крысиные норы, или как там, волчьи норы, или как там, крысиные путили там, или еще что-то. Когда вот эти нацисты все, ну, более-менее, кто там
завязан был на нацистский режим, они свалили в Аргентину, там, в Южную Америку, короче. То же самое, такую же программу Саук перевел. И вот этих всех мразей, которые уничтожали людей, они с этих регионов стянули, перемешали. И вот у нас в Бурятии, например, это место концентрации мразей было, которые воевали, которые убивали в Западной Украине, короче. И они бы там продолжили к нам бы приселяться, потому что периодически там в БГТРК там и так далее какие-то армяне там спрашивают, что армяну тут в Бурятии делать вообще? А он живет там с незапамятных времен, чуть ли там не с конца 50-х. А ларчик простой. А он, оказывается, там шуровал, короче. И он, поскольку знали, что он армян, он боялся, что приедут в Армению, найдут его там и чикнут, короче. И их поэтому перекидывали в те регионы, о которых бы украинцы не могли подумать. И вот в Бурятии таких мразей вагон и маленькая тележка. И вот они там расплодились у нас в Бурятии, всегда жили в хороших условиях, там поименно списки есть даже. И вся эта мразь размножилась, и она как бы вот эту ненависть, которую они, значит, внедряли в Западной Украине, там в Прибалтике и так далее, они перенесли ее на бурят. И вот из этой вот всей мрази выходят вот эти все всякие русофобы, стукачи там и так далее, представители этого русского мира, парамилитарные организации там на основе вот таких мразей создают и так далее. То есть мало ли что там, вдруг засуетятся там эти, вдруг сами захотят править. Ну ничего, ничего, сейчас мы леваков уже сбросили из Америки, вытравили. И поэтому Америка, она понимает, что вот эти все механизмы, они с диктаторскими режимами не работают. Четко, я более чем уверен, искусственный интеллект дал понять, короче. Не работает система скидывать старыми методами. Оружием, сепаратизмом, методами холодной войны, короче. То есть только так. Потому что вот сколько денег Америка, если посчитайте, платят за мягкую силу, но я думаю, что миллиардов 50, если не 100, а может быть и 200 миллиардов, да, то есть больше, чем там на Украину выделили. И они только видят, что деньги идут, деньги проедаются, потому что часто, ну вот посмотрите на русскую оппозицию, которая там хавала, вот хотя бы они что-нибудь в Бурятии создали, это русская оппозиция. Ну, там что-то пытались, там этот, как ФБКшники, что-то там делать и так далее. Навезли туда нацистов всяких, которые бурят не умеют отличать на лица, короче. Ну, и там спровоцировали вот эти вот всякие дела. Сами там не появились, их никого не арестовали, а кого арестовали? Там, значит, Филонову поймали, еще там какую-то группу лиц, всем по штрафам дали, короче, бедные эти несчастные студенты какие-то бурятские там попали. Но были еще и те персонажи, которые в Америку, конечно, стартанули, ну, которые использовали эту методику, например, в качестве этого. Ну, потом как вскрывается. Недавно вот гляжу, там, ну, подписан на Инстаграм, значит, две девки идут в бурятских костюмах, ну, таких псевдо, конечно, это не бурятские, а, так скажем, театральные костюмы. Значит, и флаг России. Я говорю, бля, друзья мои, я говорю, вы с Рашки свалили по политике. Еще более чем уверен, что в кейсе там есть, что вы там буряты какие-то там, ну, какая-то там, какие-то там. Короче, и а че же вы, блядь, с этим флагом-то ебучим ходите? Ну, хотя бы другой флаг бы сделали, хотя бы ПБР. Нет, вот с россиянским флагом идут, топают. Я говорю, и вот люди как бы не понимают вообще абсолютно, ну, не чуют, ну, какие они политические. И, может быть, с другой стороны, этот наш алканавт Буханде прав, что таким не место в Соединенных Штатах, потому что, ну, они портят, откровенно говоря, политическую статистику. Вот его спроси там за свободную Бурятию там, или еще что-то, короче. Вот он приехал, да, там, ну, по какой-нибудь жопной теме там, или еще что-нибудь в этом роде, что там русские менты колотили, да, где-то из-за какой-то языковой, может быть, дискриминации. А вот, допустим, Зуртана Халтарова не знают, короче. Ну, это же позорище. Как отца бурятской демократии не знать, короче. Или не писать, например, что, я же говорю, пишите в ваших досье, что вы члены Бурятского республиканского центра, что вы члены партии Бурят-Гюру национально-освободительной, короче. Пишите и все, проблем нету. Связывайтесь со мной.
Поговорим с вами, интервью сделаем, примем в члены партии. Все нормально. Есть анкетка. Да, надо анкету чаще ее выкатывать. Кстати, да, друзья, я забыл. Многие по-бурятски вообще не бе, не ме, короче. Мы будем делать это все-таки на английском языке. Будете заполнять анкету, короче, а потом на суде показывать, что вот за то время, пока я находился в Соединенных Штатах Америки, короче, проникся идеями Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Проникся, все, там, Бурятия для бурят и все, короче, так считаю. Теперь членам партии, вот, бумажка, что член партии, партийные взносы уплачены на 2 года вперед. Все, и я более чем уверен, что там проникнуться, не надо вам там ничего выдумывать там и так далее. Покажете, что вот там представитель, короче, вот съезд учредительный, там, значит, где-то в Зуме там или еще где-то там проведем, значит, встречу, собеседование и все прочее, короче. То есть давайте, не сидите там в Соединенных Штатах Америки, короче, под всякими тухлыми этими, и потом, блядь, ходит с флагом русским, короче. Я говорю, это же позорище, это же дикость. Так, Ренчин, здорово. Ну, так скажем, инбриндинг там не запрещен. Ну, а ты в курсе, что рабовладение в Рашке, например, не запрещено? То есть ты можешь рабом владеть, блядь, просто, в раба его превратить, короче, и тебе нихуя не будет. Ну, просто там что, человечка там незаконно удерживал и так далее. А если у него не было, точнее, у него была возможность просто ногами уйти, короче, например, ну, как в Дагестане и так далее, да тебя вообще ничего не возьмет. То есть рабство в Рашке разрешено, то есть не запрещено. Соответственно, разрешено. Так что там говорить-то? Вон сколько этих алкоголиков и так далее сейчас вот это. Я же давно эту схему-то просек, что так и будет. Что будут брать алкоголиков, там, фиктивно их женить, короче, отправлять. Но я просто не допедрил, что, короче, что там у них будет свой человек, который будет их где-то на нуле обнулять, короче, еще дополнительно. Что у него задача обнулить их там. То есть я-то думал, что, хотя бы, что он там погибнет как-нибудь, а они не лучше гарантированно. И там был человечек, который их обнулял, прапорщик какой-то. И в итоге обнаружили, как, по выплатам, жадность фрая разгубила. Вместо того, чтобы новых баб искать, так эти бабы по 3 раза уже там поженились, получили выплаты за своих умерших, короче. Ну, а там, естественно, вся система-то, как это нахуй, получила, блядь. 40 миллионов никому не отстегнули, короче, в схему не взяли людей повыше и так далее, как это наших русских людей на этот отправлять, короче. А в других регионах там просто там цыгане, короче. Вот сейчас вот ТЦК это есть, короче, все ролики эти все показывают. Так, а там в этих регионах, вот этих, у которых там еще женщины, они, видимо, эти финно-угорские все-таки там региона, это потому что там вот эта финно-угорская женщина, которая там на 100% русская, ватница там и так далее, она все равно, вот он пьяница, неудачник, но он свой. То есть она вот генетически чувствует к нему это. И вот они за них держатся. То есть если русская баба, она такого выпнет, короче, как богомолиха, да, а эти держатся еще там, нет, никуда не пойдешь, там пьяненький, зато мой, зато там, дети что-то может, короче, да, худо-бедно, короче, там по хозяйству что-нибудь таскать там и так далее. Это чисто вот такая инородческая тема, да, они своих этих любят, мужиков своих. И сейчас вот таких начали похищать, короче. Причем самое интересное, похищают как? На адрес выезжают, короче, его это, жик, и, значит, отправляют, короче. И потом, значит, они на видео всяких всплывают, что там ходит, еле ходит, короче. В общем, то есть у них разрушено все. Вся система, они глубокие хронические алкоголики, если они не будут выпивать, они могут умереть. Что фактически там и происходит. То есть их даже не обнуляют, короче, они могут просто там от инфаркта скончаться, от еще каких-нибудь недостаточностей там. Печень начнет там протестовать, короче, что требуя алкоголя там. В общем, всякие разные там эти вещи. И фишка какая? Фишка по недобору. Недобор. То есть задача какая у этих властей русских? Там, а во власти там вот этих финно-угорских регионах сидят исключительно русские бабы.
И вот у них задача вот эти все села, короче, переформатировать, уничтожить вот эти гены и туда инкорпорировать следующее поколение каких-нибудь колонизаторов, короче. То есть задача простая. Этноцид мужской. Уничтожить этих спившихся финно-угриков, короче, и туда, значит, пустить там, значит, мигрантов каких-нибудь и так далее. То есть сейчас будет следующий этап, короче, по распространению. У нас и так там в Якутию, в Бурятию закидывают вот этих персонажей, значит, с Центральной Азии. Я, ну, хорошо отношусь к этим ребятам. Другое дело, что видите, кого закидывают-то? Тех, которые любят Путина, тех, которые ничего не скажут против русского мира, и тех, которые не скажут, ну и не тех, которые сильно исламизированы, например, да, ну, которые там придерживаются традиций, там все прочее, короче. А именно вот таких, которых нужно закидывать туда, которые бы там прозелитизмом занимались, которые бы там буряток у бурят воровали, например, или якуток там их конвертируют в это дело, обматывают, короче, сразу им 10 детей, а потом что? Ну, конечно, буряты начнут вымирать в таких условиях. Потому что мы же своих этих гулящих девок-то стараемся не брать, короче, в жены, да? Ну, отдаем по глупости. Так они же множатся, вот эти самые-то примитивные. У нее же почему? Это она почему гуляет-то? Потому что ее же размножаться надо, короче, поэтому. И вот бурятские традиции надо менять, короче, в этом отношении. Поэтому если их отправлять, таких девок, так в Китай лучше отправляйте, короче, пускай там китайцев ищут себе, там азиат каких-то. И вообще я так сейчас понимаю, что если Америка нас не услышит, уйдем в Китай, короче. Азия для азиат. Так, так. Буржуев. Есть у нас там давитель буржуев, был точнее. Давитель буржуев, сейчас говорят, в Германии на велфере сидит. Но. Луна пишет, бред несите, рано выходили замуж, созревшая девушка рожала здоровье, пока сейчас... Ситуация, видите, какая? Раньше и умирали часто, статистики просто не было. Первородки, особенно вот эти не с, без... Почему раньше ценились маленькие такие, жирные, толстые такие, широкие, с широкой жопой? Почему? Потому что считалось, что родовые пути больше, ну так и фактически получалось. А маленькая она не выросшая, ну не крупная такая баба, потому что она раньше созревала, и у нее рост у бабы так, у женщины. Она не может вырасти, если она уже созрела, короче. То есть у нее яйцеклетки просто... Вот менархия, чем позже наступает, тем кобыла породистее становится, понимаете? То есть она и роста набирает, и веса, и так далее. А в тех условиях-то как это можно было набирать? Не, ну и поэтому вот ценились маленькие и так далее. А вот эти выросшие дылды там крупные в азиат вообще не ценили. Считали, что они дурочки, короче. И еще был один вариант, что рожали плохо. А сейчас же, видите, родовспоможение идет. И вот эти узкотазые тетки, которые раньше умирали в родах, они продолжают плодиться. И вот это, ну, раз узкотазая родила, так и у женщин тоже узкие тазы пошли у следующих поколений. И естественно, что, во-первых, усилилась, раньше и смертность была высокая, и в основном-то умирали как раз те, которые сейчас доживают до деторождения, до возраста деторождения. Естественно, и мужчины в том числе, у которых там какие-то генетические изменения, но они не видны, он может быть вполне функциональный и так далее, но он какие-то генетические изменения несет в себе. И поэтому естественно, что сейчас, вот когда вы говорите о том, что полно больных детей и так далее, да просто болезней стало больше, смертность стала ниже, и за счет этого выявляемость болезней стала больше. Это не значит, что там 100 лет назад дети здоровее были и так далее. Они просто умирали чаще и действительно выживали те, у которых и генетика хорошая, и которые, в принципе, значит, ну, как бы сильный внутренний организм, который позволял там вот эти всякие инфекционные болезни побеждать. Или... Ничего удивительного в этом нет.
Другое дело, что рождаемость и почему сейчас женщина начала рожать позже, это связано именно с борьбой против чрезмерной рождаемости. И это оказалось экономически выгодно. Почему? Потому что женщина до 30 лет, она столько же потребляет ресурсов, вынуждена потреблять, сколько и мужчина. Если раньше мужчина один работал, и женщина не работала, она могла только там где-то подрабатывать или что-то, какую-то работу на дому вести, то теперь женщины, и это вот прям статистика подводят, в тех же Соединенных Штатах Америки до 30 лет незамужние женщины больше почти в 1,5 раза собственности имеют, нежели чем мужчины. То есть в какой-то момент экономика мужская, традиционалистская, она сдала бой. Почему? Потому что если женщина не работает, сидит дома, у нее много сил, энергии на то, чтобы рожать. И, естественно, она будет рожать много, много ртов, опасность перенаселения. И Европа, она знает, чем это касается, что, к чему это приводило. То есть Европа перенаселилась, когда в 19 веке произошел резкий рост колониализма, резкий рост локальных и мировых войн. Первая и Вторая мировая война с чем связана? Просто с большим количеством ненужной никому молодежи, короче. Ее просто столько наросло, что ее, ну, в конечном итоге утилизировали. И Китай, вот что бы там, например, они же могли там продолжить размножаться, короче, просто затеять какую-нибудь войнушку. Там полурашки захватить, Казахстан захватить, там какие-нибудь южные там страны и так далее. Ну, то есть, да, если там фертильность была 7 или 8, если я не ошибаюсь. Причем в традиционных китайских семьях еще по 2 жены, по 3 было. Рожали огромное количество. Там же до сих пор есть такие семьи, которые там, значит, у патриарха там какого-нибудь там по 20, по 30 детей и так далее. Сейчас и одновременно это приводило к тому, что государство становилось богаче. Потому что, представляете, ресурсы матери и отца отправлялись только на одного ребенка. Это позволяло его выучить. И у них сейчас очень сильно развита там меритократия, короче. То есть хорошая генетика, хорошо выученный, хорошо о нем заботились, об этом ребенке, короче. Он занимает какой-то хороший пост, делает какие-то необходимые вещи. За последние 20 лет количество ученых в Китае выросло просто на десятки, если не сотни, если не тысячи раз. То есть, и это дает свои последствия. Но сейчас они попадают в такую систему, когда количество стариков, ну это все хорошо, вот эта вся система, да? Ну а если старик 60 лет, все, умер, пенсии никакой не платится. И сейчас проблема такая, о том, что количество стариков через 10-15 лет в Китае станет сравнимое с количеством работающих. Но китайцы жесткие, у них там до старости работают. Или вот посмотрите всякие там видео из Японии, например, да? Огромное количество японских стариков, оно вынуждено работать чуть ли не в 100 лет для того, чтобы оплачивать ресурс. Вы так хотите? Ну вот, я не знаю, там много ли бурятских стариков до 100 лет хотя бы работают. То есть они как на пенсию ушли там в 50-60 лет, короче, ну и сидят там. Хорошо, если там огородом занимаются или еще чем-то, но часто нет. Им хватает этой нищенской пенсии, путинской нищенской пенсии для того, чтобы существовать. Если там нет проблем с алкоголем, с наркотиками, еще с чем-то там, какие-нибудь алкоголизированные там эти дети там и так далее, да, тогда может быть. А если семья нормальная, ну это он так живет, ну не умирает. И в целом получается, что эта система очень невыгодна. И сейчас понятно, что в Европе такая же система назревает. Они, собственно, почему сюда тянули-то этих африканцев. Это вчера, вот не вчера, в субботу хожу на курсы там бесплатные, короче. Ну, тоже вот мигранты для мигрантов делают. И там, короче, было какое-то собрание африканских женщин с колясками. Я смотрю, с колясками там. Ну и вот, и, видимо, для женщин вообще, в принципе, и там какая-то, видимо, ну, не африканка пришла, короче, бабка. А я тут что-то думаю, что-то ребенок какой-то непонятный, короче. А, ну, как одна из этих, как его, синдромов там, один из этих
Не классический даун он, а ну какая-то тоже там это трисомия, короче, там по 11 хромосоме может. Ну и вот, а она как-то отдельно сидела, странно. И я там подхожу, смотрю, они там эти африканские дети крепкие, блядь. Цвет кожи, вот, ну, видно, что вот этот отблеск тени, что они все здоровые, короче, то, что там нету такого. Ну и я гляжу, там кто-то там за спиной, там тогда тихие, спокойные, никакого ура не стоит, ничего у них не болит, короче. Кто-то сиську там, кто-то это, короче. Ну, они сидят там, общаются, хохочет, короче. Какой-то у них там завтрак, короче. Ну, общаются там между собой и так далее. Но все дети 100% здоровые. Вот почему, собственно, с Африки-то сейчас народ, потому что там еще фертильность выше, чем у тюркских народов. И естественно, что все, которые в Европу попадают, да, кто побогаче, он, конечно, ну, едет сюда учиться. Визу там делают, все прочее. Польша, кстати, это вот, ну, реально я так могу сказать, что многие мигранты про это говорят, о том, что они бы не хотели в каких-нибудь там Германиях жить, Франциях, там слишком много вроде мигрантов. А в Польше в этом отношении мигрантов меньше, меньше внутри вот этой мигрантской конкуренции, и здесь нету вот этих гетто. Правда, есть там, ну, которые китайцы, вьетнамцы, они любят там все равно селиться, где-то у них что-то там есть, бизнесы какие-то сосредоточены. Но как таковых гетто нет. И в этом отношении, конечно, здесь в Польше она такая, ну, грамотная политика относительно мигрантов, я считаю. Но, правда, вот мигранты стопорят, и государство вынуждено стимулировать рост зарплаты. Почему? Потому что вот я сколько работу ищу там, всякую разную, короче. Вот самое минимальное краевое, короче. Да, там все податки, все платишь, короче, все налоги там, все правильно. Но, блин, она не может быть на предприятии, которое производит, да, то есть я там посчитал, извините, там прибавочная стоимость, короче, почти в 2 или в 3 раза, или если не в 5 раз больше, чем вот ту зарплату, которую мигрант получает. И поэтому там поляков нету. Поляк понимает, что работа тяжелая, что работа такая, ну, монотонная, скотская, короче, там и так далее. Он лучше поедет за нормальной зарплатой в Англию, в Норвегию, за ту же самую работу, нежели чем здесь будет работать. И естественно, что у польского среднего класса возникает проблема разрыв, короче. То есть вроде и есть работяги, вроде есть безработица, вроде есть там это, но не на кого. И вот поэтому приходится создавать всякие фирмы, завозить там представителей с разных стран. И сейчас новое направление в Польше это с Кыргызстана работяги и работяги из Узбекистана в огромном количестве, короче. Но они уступают все равно по численности пакистанцам, бангладешцам, индусам, короче. Так что надо в этом тоже направлении думать, короче, как сюда побольше завозить, например, кыргызов. Так. Ручной труд, ничего подобного не дороже, короче. Потому что одно дело, ты покупаешь какого-нибудь современного робота, который мало потребляет, и которого можно перепрограммировать, допустим, он будет делать там 20 различных работ, короче. Или, например, ты покупаешь робота, который одну функцию только делает. И часто так обустроена, короче, и современная вообще вот эта, значит, роботостроительная техника, она пошла, что роботу все равно нужен какой-то, ну, товарищ, короче, чтобы его там либо обслуживал, либо еще что-то делал, короче. То есть в условиях, допустим, опасного производства, когда у тебя людишки могут сдохнуть, или, допустим, какого-нибудь военного производства, да, то тогда, да, действительно, это обусловлено, там можно массовость, 24 часа в сутки он работает, короче, но до сих пор физический труд, он дешевле, чем внедрять. Ну, например, бессмысленно внедрять труд роботов, например, в таких странах, как Казахстан, Монголия или, например, Индия. Там просто вот этих рук рабочих, вагон и маленькая тележка, а что с ними делать? Понимаете? Поэтому, когда вот эти некоторые представители там форума свободных народов пост России рисуют, что мы будем ничего не делать, короче, за нас будут работать роботы, это все чушь, это фикция. Или, например, говорить, вот там всю экологию попортили, блядь, там нефть, мазут, там уголь, угольные станции там сжигают.
то у нас-то будет там все ветряки, солнечная энергия, и энергетика и так далее. Ну, тоже вот чушью занимается там. Не просто, это не просто какая-то фантастика, sci-fi там или еще что-то. Там вроде это реально сказки. Или, например, некоторые на полных этих говорят, что мы там в свободной Бурятии будем жить лучше, чем сейчас. Я говорю, не будете. Я говорю, в том-то и фишка, что не будете жить. Что нам для того, чтобы в демократическое государство перейти, надо, во-первых, размножиться. А это, когда мы будем размножаться, мы не будем размножаться в изобилии. Я к этому готовлю, я к реальности готовлю, что будем жить хуже, короче, и поэтому тем слаще будет наша победа за независимость, и тем сильнее наша борьба со всякими этими либералами, сказочниками и так далее. Конечно, да, можно для большей части народа там что-то выдумывать, но эти ништяки, они лежат в других областях, например, во владении землей. Вот кто, кроме Халтарова, говорит, что каждый бурят, каждый бурятский род обратно получит все свои земли. Частную собственность, естественно. Но это не думайте будет, как в Рашке там. Что получил землю, распилил там и, значит, продал под эти подбурятники какие-нибудь. Так не будет, естественно. Это будет не позволено вам сделать. Вы либо сами там будете размножаться, либо вы должны будете туда каких-то людишек привлекать. Не получится спекулировать с землей, потому что она ваша земля. Кто будет со своей землей, родовой, тем более, заниматься тем, что он разрежет, продаст и уедет куда-нибудь в Майами. Вот этого не позволено. Владеешь землей, будешь здесь жить. Запрет на выезд. 100% будет, как в Туркменистане. Тебе дали землю, размножайся, короче. Они когда думают, сейчас там распилим, американцам продадим землю, ничего подобного. Так. Качество трудовых ресурсов всюду очень низкое. Да, господи, вы про что? Любое промышленное предприятие, сама архитектура этого предприятия, сам факт, когда промышленность развивалась, первая еще индустриальная революция, связано было с тем, что можно было набрать самую необразованную массу, примитивную. И они там просто физическим трудом, выполняя одну-две операции, быстро обучались. Так это происходило. Да, потом процессы чуть усложнились, началось требоваться, значит, худо-бедно хотя бы читать или писать могли, чтобы для того, чтобы читать инструкцию и все прочее. Вот тогда ввелись вот эти школы, первые, значит, фордовские и так далее. И тогда вот эту систему, социалистические немецкие, вот эту тогда систему все остальные государства скопировали. И до сих пор, в принципе, для того, чтобы здесь в Европе нормально существовать, тебе достаточно школы. И хорошая зарплата будет, поверьте мне. Главное, вот что, почему страдают, вот, например, представители всяких там интеллигентских профессий, типа меня, короче, не освоил профессию. То есть в Европе, если вы хотите мигрировать в Европе, нужна абсолютно стойкая, четкая какая-то простенькая, совершенно примитивная, но профессия. Типа медсестры, медбрата, какой-нибудь массажист специализированный, какой-нибудь сантехник, электрики. Здесь электрики очень хорошо зарабатывают, потому что качественных электриков нет. Плюс какая-то такая специальность тяжелая, экскаваторщик, короче, какой-нибудь, значит, там, я не знаю, водила там с различными разрешениями, что там может какие-то грузы возить там и так далее. Все это тут приезжаешь, переделываешь быстро права свои, и все, и привет, ты там на дальнобоем, там еще там что-то и так далее. Короче, главное не работать на бывших советских и на прибалтийцев не работать, короче. Желательно работать на немецкого работодателя и в Германии. Так. Жаба Клава пишет. Просто я искренне не понимаю людей. Ты, конечно, ты же люмпинг-комбедовец, ты же привык в распределительной системе жить. Вот устремлений нет никаких, глупой. Никогда твои предки ничем не владели, это 100%. Батрачками какими-нибудь были примитивными.
Либо ты сидишь неплохо, короче, ну там где-то в этой системе увязанной, короче. Ну думать не надо, мозги атрофируются, естественно. А в это время твои ресурсы воруются, идут на войну в Украину. Идут на то, чтобы детишки Путина и все прочее по всему миру катались, понимаешь? Вот на что уходят. А ты, бурят, сидишь и, как говорится, хрен без соли доедаешь. А мы обязаны это все вернуть в наше, чтобы все ресурсы работали на бурят и для бурят. Власть в Бурятии возьмем. Для этого нужен только миллиард. Вот как только американская диаспора выйдет в целом по своей капитализации, короче, свыше там 5 или 7 миллиардов долларов, вот вся вот эта братья за год начнет примерно столько генерировать капитала, короче, в Америке, сколько там, 18 тысяч, да, бурятосов, то тогда уже можно подумать, что они где-то, ну, примерно на общее готовы где-то, ну, миллиончика $2 выделять. Но для этого координация нужна, для этого нужен порядочный фонд, короче, который бы четко занимался лоббированием бурятских интересов, а это уже можно сделать. Уже такие людишки, ну, эти мошенники, почему нужны всякие, типа, Колет там, еще там был этот мошенник-то, который там с кыргызами что-то сделал, короче. Они такие нужны. То есть им воды не надо, и он вот в этом направлении будет работать, потому что он будет видеть из этого эффекты. Эффекты, понимаете, почему мошенники нужны. Но мошенник не должен скрываться. Он не должен из себя строить, что он такой честный человек. Надо просто признаться, я мошенник по жизни, вор по жизни там и так далее, короче. Ну вот приехал в Америку и переобулся, короче. Все, я понял, что все это советское, все это русское на мне было. Я вот вынужденно стал этим вором. Меня вот русские заставили мошенничать и так далее. То есть не мог я нормально там, как бурят, развиться. А теперь я вижу, короче, делаю фонд, делаю, значит, там это, с людей денежки собираю, короче, помогаю кому-то от налогов уйти, например, короче. Помогаю гуманитарку отправить в Рашку, потому что сейчас, ну, надо уже собирать хотя бы на склады, короче, эту гуманитарку, которая в Америке полным-полно, и отправлять ее туда, в эти бурятские села. Можно все это организовать, главное, чтобы вот такие людишки были, короче, мошенники в том числе, я и говорю. Главное, чтобы они не были алкашами, потому что, ну, мы видим, как в Америке алкаш деградирует, он превращается в русскомирную какую-то обезьяну по типу Брежнева, короче, да. Понятно, что этот контент там жрут, если ты блогер там и так далее, но ты и в частных разговорах должен признаваться, что все это как бы, ну, на публику работаю, там, хочу, чтобы канал монетизировался, там и так далее. Это можно все дело делать, но когда ты по жизни такое русскомирное чмо, алкаш там и так далее. Ну, с собой его вообще, в принципе, неприятно ничего делать. И ладно бы еще что-то делал. А ты же ведь столько лет и ни бе, ни ме, ни кукареку, короче. Только через печень там пару тонн алкоголя пропустил. И таких, к сожалению, полно, и таких много. На самом деле, это не только среди блогеров там такая ситуация возникает. Вообще много других людей там деградируют, короче, не нужно этому удивляться. О, жаба Клава, ни хрена себе. Вот ты мои мысли читаешь. Конечно, ничего не изменится. А что ты думаешь-то? Я про это и говорю. Я говорю в пользу независимости, потому что у Ваньков точно ничего не изменится. Вот если ты послушаешь предыдущие эфиры, там был такой Володя Шафиров, и он все, вот, ну, он такой русский шовенюга, скрытный такой, короче, типа, ну, ты же наш буретенок, там, ничего, типа, там, с тобой-то я могу откровенно говорить, а вот с этим не могу, например, да. И вот Володя Шафиров, он мне постоянно, а как русские-то будут жить? Я говорю, а что ты делаешь для демократии сейчас там? Ну, чтобы вообще, ну, то есть, бурят не дискриминируют. А кто вас дискриминирует-то? Ничего же нету. Я говорю, ну, Путин-то тебя дискриминирует. Да, меня-то да. А вас-то нет. Вы-то хорошо сидите там, буретенки. Вот так прямо говорится, короче. Ну, ты тут понимаешь, что человек просто... Да, он считает, что вот если бы их там не дискриминировали, да, то буретенки бы, короче, ни одну бы должность там в Бурятии не занимали. А я говорю, позволь, я говорю, почему там буряты-то сидят во власти? Потому что так Москва хочет.
А не потому, что ты хочешь, и тебя никто, естественно, не спросил. А Москва хочет, почему? Для того, чтобы бурятенки были привязаны к Москве. Как же вот он? Вдруг внезапно какой-нибудь чиновничек, вдруг ему идея возникла. А что это мы тут это... Копейки-то в бюджет получаем, а давайте-ка нам все недра, короче, сюда. А давайте-ка нам корпорацию собственную. Да, а ему говорят, а что, а как ты? А мы тебя сейчас выпнем с этой системы, еще и посадим по 275. Вот видите, мы сейчас для этого посадили Мишку Матханова, короче, который не бедный человек. Сейчас посадим его, и на 10 лет уйдет. Еще там кого-нибудь притянем. И этот такой думает, не-не-не, лучше синица в руках. А синица может быть и очень жирная, даже как журавль. Да? И поэтому, конечно, с этой системой очень трудно спрыгнуть. И вот поэтому мы должны написать Трампу письмо, сказать, Трамп, мы уважаем вашу позицию, правильно сделали, что все эти левацкие СМИ закрыли. Нужно открыть правацкие СМИ, короче. Например, нашу редакцию, я сейчас письмо буду писать, в редакцию, короче, Радио Свободы. Буду требовать, короче, открытия бурятского националистического центра там, короче. Редакцию, чтобы бурятскую организовали. Найму туда пропагандистов Анку Зуеву, пропагандистку Сашку Гармажапову найму и Балтатарову, короче. Вот они у меня 3 в подчинении будут. Заставлю выучить бурятский язык всех троих, короче. Будут на бурятском языке про Великую Америку рассказывать, про то, как давили там в 50-е, 60-е годы, короче, американцы, как ЦРУ там различные мощные такие мужицкие операции проводила. И, значит, будем шатать рашку. Вот так надо. Так. Ладно, 111 человек нас смотрит. Внезапно, я говорю, вот Ринчин там все прочее, который эфир ведет, надо кричать в эфире. Я не знаю, почему-то, видимо, там какие-то механизмы срабатывают, короче, и когда ты вот кричишь в самом начале и вообще громко разговариваешь, какая-то эмоциональная есть нагрузка, такое ощущение, что в выдаче ты чаще появляешься. Ладно, друзья мои, слишком много времени говорю, через буквально час я еду, час начнется занятие, я здесь волонтерю, короче, шахматы преподаю. Ну, не преподаю, мы в шахматы просто играем. Так что мне надо уже шевелиться. Еще сегодня закрывать один грантик нужно, короче. Буду закрывать грант. Так что вынужден с вами попрощаться. С удовольствием бы поговорил еще. Ну, надеюсь, завтра, послезавтра будет время. Где-нибудь что-нибудь заведу либо прямой эфир, либо каким-нибудь видео или шортсами буду вас радовать. А пока с вами прощаемся утром, днем и вечером. Повторяем за мной. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.